В эфире «Своих не бросаем». Истории подвигов и судьбы героев. С вами Артур Галеев и Юлия Краснова. И гость нашей студии сегодня Редвал Неволин, заместитель командира разведывательного батальона с позывным «Ред». Приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуй. Когда и почему вы все-таки решили связать свою судьбу с вооруженными силами? Когда я был маленьким, я всегда смотрел различные фильмы патриотические, как «В зоне особого внимания». Потому что мне был такой мужской интерес к этому. И когда я чуть-чуть подрос, это стало таким социальным лифтом, очень хорошим, чтобы мир посмотреть, себя показать, получить достойное, качественное образование. Ну и те принципы, назовем их пацанские, по которым я жил тут на улице, они присутствуют в любом мужском коллективе. И мне зашло. В моей семье военных, кроме меня. В настоящее время мой родной братишка мобилизован, он проходит службу в Запорожье. А так прям кадровых штатных военных нет. В таком подрастающем возрасте ведь нужен ориентир. Все-таки, может быть, вы на кого-то равнялись, кто-то был для вас примером. Расскажите о нем, Пусть пожалуйста. это будет чуть-чуть пафосно звучать. Честно, как говорит наш президент, у каждого человека должен быть какой-то внутренний жизненный ориентир. И меня как будто всю жизнь боженька ведет. У меня был момент, уже был июнь месяц, и в одном из домов, прямо на окраине домов, засели боевики, которые, если часть там убегала, более-менее отстреливалась, эти прям агрессивно работали, четко по прямой наводке. И от этого дома они слишком близко нас пустили, отойти было уже нельзя. То есть выйти на открытое поле, это реально гибель. И задача только, грубо говоря, напролом максимально быстро приблизиться к этому зданию и уничтожить. И получилось так, что нас было трое, товарищ бежал один слева, один справа, за ними еще отделение, мы шли в головном дозоре. И я провалился прям просто в виноград, и его весной просто некому было подвесить, и он разросся по земле. Я провалился в Шамбо прям, перед домом. И в момент, как только я оказался в Шамбо, произошел взрыв, и абсолютно все, кто со мной бежали и остались на поверхности, погибли. Второй момент, я пока в видео неоднократно горел на БМП, и этот момент, что когда БМП горит, ты не понимаешь, через сколько он. Ты знаешь, что он точно сейчас взорвется, сдетонирует БК. Но это время, оно хаотично. Не существует прям, что все, ты сейчас 5 секунд, как у гранаты, и она взорвется. И каждый раз, когда мы только с него спрыгивали и находили укрытие, и уже были в безопасности, только в этот момент всегда детонировал боекомплект. И много таких моментов, которые я не могу объяснить научно. Да, то есть случайность – это почерк Бога, когда Он не хочет подписываться своим именем. Я считаю, что в какой-то момент мне просто помогают сверху. Утро началось не с кофе, да, мопед? С вертушки. Что, собака, боишься? Пес? Я тоже боюсь. Но стол тебя не спасет, брат. Тебе надо куда-то в другое место прятаться. Интересно, минуты будет тишины? Грады пошли работать. Реактивка сработала. Да, грады пошли. Прям видать, как полетели. Никогда не забуду, наверное, то видео, в котором вы засыпаете, да? За неделю у вас было всего 6 часов сна. Да, вы шли в наступление, и вам дали между наступлениями отдых сутки. Вы спустились куда? Это был гараж? Так сложилось, мы заняли населенный пункт один. И уже, то есть Лисичанск был взят, надо было двигаться дальше. Для того сутки дали всего. Почему? Чтобы противник не успел перегруппироваться, и пока идет напор, чисто напором его взять, пока он откатывается максимально далеко. И дали сутки сна. И я прям чувствую, есть люди, которые, к сожалению, стремятся к какой-то роскоши и комфорту. Но на войне если ты его сам создаешь, это одно. Если ты его пытаешься найти, так не работает. Жизнь тебя накажет. И был момент, что я нашел самый неприметный двор с разбитым домом в ноль и разрушенным гаражом, но в этом гараже была яма, куда сливают масло. И она была, вполне себе безопасная. Я там нашел одеяло, настелил, просто чтобы погрузиться в сон. Некоторые ребята нашли там очень хороший коттедж
И я им говорил, что, ребят, ну, типа, ну, мы заслужили вот, ну, просто, типа, переночевать вот Отдых. в хороших условиях, отдых, да, просто, ну, как люди уже, на кровати там этот. Но я их предупреждал, но они меня не послушали. Я пошел, лег спать. Ночью там прилетает каждую минуту, ну, то есть и непонятно было, что конкретно прилетело по ним. И когда уже утро надо было выдвигаться, я пошел именно к тем ребятам, то того дома уже, соответственно, не было. Который он говорит. У меня был тоже смешной случай. Когда я начал воевать на Харьковском направлении, и на той стороне было подразделение «Кракен». Это были реально спецы, мы с ними... Помимо войны мы друг друга все равно уважали. То есть мы договаривались по рации что, ребята, давайте мы заберем своих там, ну, погибших, мы вам дадим коридор забрать погибших. И так дошло, что, ну, мне уже верили. То есть я не скажу, что идите забирайте, а мы вас там из-под тишка обстреляем. Они знали, что если, ну, я так сказал, то они реально могут спокойно забрать своих погибших. Но и я тоже знал, что я могу забрать своих погибших в случае там неудачного наступления там, и так далее и тому подобное. И мы попадаем вот в эту Белогоровку, и, ну, по бафику я слышу мову, но с знакомым акцентом. Я говорю, ребята, вы что тут делаете, вы же харьковские. Они такие, да нас вчера перекинули. Я говорю, а нас тоже вчера перекинули. То есть дошло до того, что Кракен перебросили с Харьковской области вслед за нами, только с той стороны. И вы уже друг друга узнавали по голосу. Да. Потом видео подтверждение, мы сожгли их минометный расчет. Тоже. Вот то самое видео, которое было снято с разных ракурсов. Да. С нашей стороны я записываю, как я корректирую нашего мехвода и оператора-наводчика, который с 30-ки их сжигает. Потом, когда мы пошли на досмотр с котом, с моим погибшим товарищем в настоящее время, уроженцем Татарстана, мы нашли у них телефон, и там было вот это видео, где они записывали, как по ним прилетает. И в итоге, как ну, все, стоп, видимо, словили. В общем, все трое, они были уничтожены. Водитель, видимо, убежал. И одни боевые действия не обходятся без потерь. Одно дело, когда мы это читаем в книгах, смотрим в фильмах, а другое дело, когда это происходит вот с тобой лично. Я знаю, что приходилось не раз терять товарищей. И вот даже шеврон на правой руке – это как раз-таки друг погибший. Как с этим жить? Как вот вы справляетесь? Может быть, есть какие-то слова, которые будут важны кому-то еще? Ну, знаете, тут две вещи. Честно, у нас изначально... я верующий человек. У нас изначально, вот конкретно с моим товарищем, он сам уроженец Казани, и он прям такой традиционный, я бы даже иногда местами сказал, ортодоксальный татарин. Были такие моменты, когда вообще не было есть совсем еды. А Украина славится наличием свинины и обилием. И я его говорю, что, слушай, я вот ходи, знаю, что там на войне вроде можно свинины. Он, нет, вот там, такой. Но суть не в этом. Каждый раз, когда мы совершали какие-то такие выпады в направлении противника, не всегда логические, но просто потому что логически он и так знает. Он их может просчитать. Как-то вот у меня был случай, я пошел на доразведку один, так как люди были очень еще молодые. И у меня у единственного я приехал с тепловым прицелом в подразделение и с ночным видением. И мог себе позволить там чуть-чуть читерить, как говорится, и лазить в тыл противнику. И в один момент с той стороны тоже оказались люди, у которых тоже такое снаряжение уже есть. А я разбаловался и начал терять вот это чувство опасности, потому что до этого у меня все проходило гладко. Я как самый прошаренный там воевал в одну каску, грубо говоря. Пока на той стороне тоже они не стали появляться тепловизоры и ночники. И вот я сам себя матеря, как я мог так подставиться и как и мне было страшно не умереть, а то, что я попал в такие кусты, где даже если война кончится, меня не найдут. И мне было страшно, что подумать, что я там, не дай бог, убежал или там еще что-то. И просто пропавшим без вести на тот момент числились 2 года еще. Это в самом начале. И мне было вообще обидно. Вот то просто обидно, и я понял, что не, я так не умру. В смысле, не так точно, что мне. Вот он снова характер. Да, и я опять выбежал, сделал нелогичное действие, я выбежал прямо на дорогу. Если убьют, то на дороге. А я выбежал на дорогу, смотрю, они до сих пор стреляют в эту зеленку. Я просто с дороги сбежал и лег с другой стороны дороги.
группа, которая меня преследовала, шла по той стороне дороги, по посадке шла, пока не напоролась вот уже на наши позиции, на пост, который был в зеленке. И я уже спокойно чуть ли там не по полю полз, а они еще там часа 4 перестреливались вот с тем постом, на который они нарвались. И отношение к жизни и смерти на войне, оно чуть-чуть другое, оно не как здесь. И я думаю, вот... Оно меня как естественные вещи. К этому, конечно, невозможно привыкнуть, но, конечно, да, есть и скорбь, есть и обида, но на войне это, к сожалению, нормальные вещи. А вы можете посоветовать все-таки нашим будущим, так сказать, бойцам, которые вернутся из зоны СВО, может быть, с ранением, может быть, уволятся они, чтобы перестроиться с военного времени на мирную жизнь? Да, я неоднократно так делал. Я считаю, что любая мужская работа, я не шовинист, я имею в виду, но честно, вот у меня очень много военнослужащих, представляете, у них, я, как говорил уже, курировал добровольческие подразделения, которые очень хорошо воевали полгода, а потом полгода ты свободен. Да, и они находили себя в основном в строительном бизнесе, там абсолютно все. То есть все авианаводчики, арт-корректировщики, они прекрасные геодезисты и тахографы. Там ребята, которые хорошо делают укрепления, они прекрасные каменщики, монолитчики. Где, более того, уровень жизни сейчас в строительном бизнесе и зарплата, она соответствует во многом, ну, за минусом риска для жизни, естественно, тем зарплатам, которые люди получали вот на дальних подступах страны, скажем так. Ну и в завершении, можно ли научить кого-то любить Родину? Вот это наша базовая настройка. Я знаю, что вы много уделяете внимания патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Да, можно, но это надо делать не так, что вот мы тебя учим Родину любить, а ты учись. Надо создавать те условия и шаги для того, чтобы человек сам к этому пришел. Пока он сам к этому не придет, надо его подвести к этому. Заставить, научить нельзя, но можно человека подвести к тому, что он сам придет, что все-таки Родина – это что-то такое большое, святое, оно синоним слова «мама», и надо делать все на ее благо. Касаемо встречи участников СВО по прибытию и их реабилитации, я думаю, у нас будет достаточно программ для их реализации, социализации. Да, победа будет в любом случае за нами, независимо от чего-либо. Вопрос в другом, какой ценой она достанется. И наша задача, чтобы максимально большее количество ребят вернули все домой, а для этого надо активно помогать им в плане и моральное состояние их. То есть, когда у них с семьей все хорошо, и там все хорошо. У тебя голова сконцентрирована на службе. Ну и спасибо, что вы пришли. Спасибо, что большое. занимаетесь важным делом. Это была передача «Своих не бросаем» на башкирском спутниковом о подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами были Артур Галеев и Юлия Краснова. Увидимся через неделю.